В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Пшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Для обсуждения вопросов общественно-политической жизни страны президент встретился с представителями общественности. О проблеме миротворчества. Презентация проекта Peace Counts в Музее боевой славы. А Яйра на полигоне. В Бахмаран стартовала военно-патриотическая игра для школьников. Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора, чтобы обсудить вопросы общественно-политической жизни страны, выслушать замечания и предложения. Подробности в репортаже Амры Амичба. Основные направления политического и социально-экономического курса развития страны выбраны верно, сказал президент. По словам Рауля Хаджимба, это курс, связанный с формированием полноценной производящей экономики, реформами в различных сферах общественной жизни, конституционными преобразованиями и повышением качества госуправления, укреплением финансовой и налоговой дисциплины и выявлением внутренних резервов развития, модернизацией работы правоохранительных органов и военных структур, качественным развитием взаимоотношений с Российской Федерацией и сохранением нацеленности на достижение широкого международного признания. Думаю, что только это направление выведет нас к основной цели – созданию современного, развитого, экономического, самодостаточного, по-настоящему суверенного и международно признанного государства. На этом пути никто не застрахован от ошибок. Я думаю, известно всем, кто не ошибается, тот, кто ничего не делает. Мы готовы эти ошибки признавать, открыто и честно о них говорить, принимать меры к их исправлению. В этом деле роль и содействие нашей общественности, гражданского общества неоценимы. Мы не боимся критики. Критика – это необходимо. Она позволит нам понять наши слабые места, недостатки, исправляться и, следовательно, улучшать общее положение дел. Рауль Хаджимба подчеркнул, что не должно быть так, чтобы в пылу политической борьбы противоположные стороны забывали о коренных интересах народа и государства. Хочу еще раз отметить свою личную и нашу общую открытость и готовность к взаимодействию со всеми общественными политическими силами страны. Нам нечего скрывать и нечего стесняться. Лучше, я думаю, разговаривать и взаимодействовать, чем выходить на митинги и демонстрации. Нас очень долгое время критиковали, когда мы были в оппозиции, за проведение такого рода акций. Так что же случилось? Почему мы сегодня, те, кто говорит об этих вещах, о недопустимости такого действия, не могут понять? Когда-то, наверное, нужно было бы нам всем остановиться. Сегодня Хаджимб, завтра будет кто-то другой. И если мы будем продолжать эти процессы, у государства не останется никаких ресурсов для того, чтобы выстоять в этих сложных процессах, которые происходят у нас внутри и вокруг нас. Но, в первую очередь, нам нужно научиться честно говорить друг другу, ради чего вообще идет процесс борьбы за эту власть. Рауль Хаджимба выразил заинтересованность в регулярном общении с представителями общественности, экспертных и аналитических кругов, деятелями неправительственного сектора, подчеркнув при этом, что диалог возможен с теми, кто готов слышать. По мнению президента, подобное общение может осуществляться и на площадке общественной палаты, других структур и организаций гражданского общества. Удивительно, когда называют, что виновата и власть, и оппозиция, потому что, мол, якобы нет диалога. Как не было диалога? Я открыто предлагал выйти на создание политического консультативного совета с вовлечением туда всех политических партий, общественных организаций. Но мне в последующем в ответ сказали, здесь сидят представители разных политических партий, но мне потом впоследствии сказали, что, вы знаете, они готовы работать, но только без Хаджимба. Я глава государства, и я обязан работать со всеми спектрами и политических, и общественных структур в нашем обществе. Хаджимба призвал своих политических оппонентов к ответственности и отметил готовность власти взаимодействовать со всеми политическими и общественными силами страны. Директор Центра стратегических исследований при президенте Олег Доменев сказал, что всегда поддерживал власть, деятельность которой отвечает национальным интересам страны. Я поддерживаю власть там, где ее действия отвечают национальным интересам страны. Да, я поддерживаю того оппозиционера,
чье поведение, не то, что говорит, а чье поведение отвечает национальным интересам страны. И потому огульно так оценивать то ли действия власти, то ли действия оппозиции, я не стал бы этого делать. Я, например, считаю, Рауль Джункович, надо разговаривать с любым оппозиционером, если даже он этого не желает. Ибо он наш гражданин. Здесь политическое руководство, оно должно вести на самом деле очень мудрую политику. Представитель неправительственного сектора Абхазии Лиана Кварчели, отметив, что ошибочно было ставить вопрос об отставке президента, подчеркнула, что в обеих ветеранских организациях есть люди, которые искренне болеют за свою страну. Я думаю, что то, что происходит сейчас, и выступление оппозиции, это достаточно такой обычный политический процесс, и вы, находясь в оппозиции долгие годы, знаете, как часто вас, и несправедливо тоже, обвиняли в том, что ваша критика неконструктивна. То есть любой президент, наверное, будет считать, что критика неконструктивна, что там, перегибают палку и так далее. Я думаю, что важно, чтобы политические группы не загоняли друг друга в угол. Чтобы избежать разделения на свой-чужой, по словам Лианы Кварчели, необходимо одинаково бороться с проявлениями коррупции и беззакония всех, кого бы это ни касалось. А для начала она предложила опубликовать списки должников, получивших кредит у государства, не возвращающих его уже много лет. Спикер парламента Валерий Бганба в своем выступлении отметил необходимость диалога в обществе. Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба пригласила президента Рауля Хаджимба для обсуждения общественно-политической ситуации в стране, на что получила согласие. Амрамич, Алексей Гухава, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж со встречи президента с представителями общественности смотрите в нашей программе сегодня. Правительство Абхазии установило максимальные предельные цены на хлеб. Постановление о государственном регулировании цен на хлеб и муку пшеничную подписал сегодня премьер-министр Артур Миквабия. Согласно постановлению, 1 килограмм хлеба из муки высшего сорта теперь будет стоить 34 рубля 40 копеек, 600 грамм – 20 рублей 60 копеек. Первого сорта 31 рубль 60 копеек за килограмм, 600 грамм 19 рублей. Второго сорта 29 рублей 70 копеек за 1 килограмм и 600 грамм 17 рублей 90 копеек. 13 ноября в Абхазии пройдет 6-й российско-абхазский деловой форум «Реализация потенциала двустороннего сотрудничества». Вопросам подготовки и проведения форума посвящалось рабочее совещание, которое провел сегодня премьер-министр Артур Миквабия, сообщает пресс-служба правительства. Деловой форум проводится для привлечения инвестиций для малого и среднего бизнеса, финансирования инвестиционных проектов в области строительства, промышленного производства, туризма, сельскохозяйственной продукции. С 1 ноября Национальный банк Абхазии устанавливает процентную ставку по возобновляемым кредитным линиям с лимитом задолженности в целях реализации кредитования физических лиц, получающих заработную плату, пенсии и другие виды выплат на карты АПРА, предоставляемым Банком Абхазии кредитным организациям в размере 18% годовых. Решение об этом принято правлением Нацбанка, сообщает официальный сайт Банка Абхазии. Сегодня банковской картой АПРА пользуются 19 тысяч граждан. Из них 14 тысяч пенсионеры, 2 тысячи бюджетники, еще 2 тысячи частные лица и сотрудники внебюджетных организаций и частных компаний. 8 ноября в Стамбуле пройдут выборы председателя Федерации абхазских культурных центров в Турции «Абхазфет». Кандидат на пост председателя организации всего один – это Абазин Ахмед Хапат Джейлан, один из инициаторов создания «Абхазфет». Со дня основания организации Ахмед Хапат был генеральным секретарем «Абхазфет», ныне он заместитель руководителя наблюдательного совета при организации. Ежегодно 27 октября в республике отмечают День абхазского языка. Абхазский язык – один из древнейших в мире. В списке 10 самых сложных он занимает 7-е место. Абхазский язык носит статус государственного. В 2007 году парламентом страны был принят закон о государственном языке.
Последние годы особенно актуален вопрос развития абхазского языка. Многие ученые бьют тревогу, утверждая, что наш язык в числе вымирающих. Этот вопрос вызывает беспокойность не только ученых, но и общественности. По инициативе руководства страны в 2002 году был создан Государственный фонд развития абхазского языка. По словам его директора Гунды Квициния, фонд бесплатно распространяет книги и брошюры в школах и дошкольных учреждениях. Большим спросом пользуются также аудио и видеоматериалы по изучению абхазского языка, дублированные мультфильмы и фильмы. Большое внимание состоянию абхазского языка уделяется и Министерством образования республики. По словам министра Адгура Какоба, современное состояние абхазского языка и его развитие находится в числе основных проблем нашего общества. Сегодня Министерство образования обеспечивает книгами на абхазском языке все среднеобразовательные учреждения Абхазии. Сегодня в Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба презентован миротворческий проект «Peace Counts», инициированный фондом Бергхов. Выставка посвящена проблемам миротворчества. Израиль, Египет, Колумбия, Кавказ. На выставке представлены истории более 30 конфликтных регионов. Это и межнациональные, и религиозные. Основная цель проекта – показать путь к миру. Обращение с призывом участвовать в этом. Все, что вы видите в этом зале, посвящено проблемам миротворчества. Проблемам, как сохранить добрые отношения между разными людьми. Как выжить в конфликтных ситуациях. Конфликтологи говорят, если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс. Но классик конфликтологии Дарендорф говорил следующее. Конфликты – закономерность, только ими нужно уметь управлять. Жить без конфликтов не бывает. Важно находить пути разрешения и жить в мире. На выставке представлен и кавказский конфликт, вследствие которого была война в Абхазии. Сотрудник фонда Бергхова Андрей Азимского-Тюги рассказал о работе фонда, который вот уже более 10 лет занимается изучением конфликтов в разных странах. Мы занимаемся и исследованием конфликтов, и попытками их разрешать. Это могут быть диалоговые инициативы, это могут быть медиация. И мы работаем в очень многих регионах мира. У нас есть отделение, которое называется «Фриденспедагогик». Они занимаются воспитанием миру, и в этом отделении родился этот проект приблизительно в 2000 году. Любой конфликт можно разрешить, говорят конфликтологи, если приложить все усилия. Для этого во всем мире существуют миротворцы. Находятся такие люди во всех странах, которые продолжают свою работу ради будущего на земле. И вот эти вот отдельные личности, вот здесь на этих плакатах представлены нам, мне кажется, эти отдельные люди, это особенные люди, которые понимают свою миссию, которые ощущают свою значимость вообще в этом мире и свою ответственность за судьбу мира. И мне кажется, это действительно очень хорошее дело, вот такие выставки. Выставка «Созидатели мира», посвященная проблемам миротворчества, продлится до 10 ноября. Альбина Жибаста, Мургожева, Абхазское телевидение. По сообщению пресс-службы спасательного ведомства страны, сегодня в 9:45 утра водолазами ГИМС МЧС Абхазии в акватории морского порта Сухума было обнаружено тело жителя подмосковного Подольска Эдуарда Винка, 1980 года рождения. Поиски Винка начались с 0 часов 25 минут 26 октября. По словам очевидцев, находясь в нетрезвом состоянии, он повздорил со своим приятелем и прыгнул с пирса в море. Обнаружить его сразу не удалось из-за плохой погоды и сильной замутненности воды в море. Утром 27 октября тело Винка было найдено водолазами. По предварительной версии специалистов, течение занесло его под один из подводных сегментов пирса Сухумского морвокзала. Тело Винка передано представителям правоохранительных органов, ведется следствие. В селе Бахмаран в расположении артиллерийского полка Минобороны Абхазии стартовала 11-я республиканская военно-спортивная игра «Аяйра» для учащихся старших классов школ, городов и районов Абхазии. В программе соревнований сборка и разборка автомата, бега на различные дистанции, подтягивание на перекладине, строевая подготовка и многое другое. Цель подобных мероприятий – военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовка к службе в вооруженных силах, а также развитие навыков, необходимых в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях на основе игровой деятельности. Видите, сегодня мы открыли спартакиаду, которую проводим
ежегодно. И в этом году молодежь с удовольствием участвует. Я думаю, что это принесет огромную пользу. Физический спорт воспитывает молодежь. Наша молодежь должна быть не только умственно грамотной, но и физически развитой. И вот у них есть возможность проявить себя. Большинство из них они и успешно учатся в школах и занимаются дополнительно спортом. И мы сегодня увидим, кто как подготовился. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 63 рубля 50 копеек, евро 70 рублей 21 копейка. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в среду в Абхазии ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем плюс 16-18 градусов. По Сухому переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10, днем плюс 17 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.